Всем бена, дорогие наши зрители! 13 ноября состоялась премьера нашего нового проекта «Дом Захя» на сцене театра оперы и балета. Мы были очень рады, когда прямо в первый же день уже было набрано 20 тысяч просмотров, а на сегодняшний день их уже более 150 тысяч. Но обычно с просмотрами увеличивается интерес, увеличиваются комментарии, появляются какие-то вопросы. Поэтому сейчас мы с вами, дорогие друзья, будем читать эти комментарии, отвечать на эти вопросы, пытаться, по крайней мере. Я хочу сказать, что этот проект был, конечно, пилотный. Мы смотрели, пойдет или не пойдет, будет, не будет. Ну, как обычно, всегда что-то начинаешь, всегда возникает такой вопрос, будет или не будет. Но сейчас, судя по тому, я считаю, что это уже хороший, очень хороший старт. И уже сейчас мы планируем второй выпуск. Ну а сейчас давайте узнаем, как прошло, какие мнения, что, откуда и как. И первое, что бросается в глаза, это, конечно, огромное количество благодарных комментариев. Я вам хочу сказать, что мы всем театрам, наш концертный отдел маркетинга, мы все здесь читаем, передаем друг другу комментарии, все равно мы все смотрим, мы все живые люди и живо реагируем на это. Поэтому вот эти благодарные комментарии, они во многом вдохновляют нас тоже. И будьте уверены, что это доходит до нас, до сердца каждого из артистов, из работников театра. Большое спасибо за эти комментарии. И я, конечно, не буду все зачитывать, потому что их очень много. Анвил пишет. Мынде, одо ямар хайхын таулылты харабы гэшибип, байгыл театрта байырла, игіжі орылдыжы, арыд занайынға зурхы сетікілін күділгіжі, байсолжы байқыдатына байырты, бақырқымар байынағыны. Танда хэң хайхын ей хусыныпта, ажы байдылдатына орықшты, аж арғылта элурынқы, хусныp дагатят потом куча такие смайлики, не смайлики, а такие цветочки. Спасибо большое, очень приятно, особенно когда так пишут. Я вообще заметил, что когда пишут на комментарии на бурятском языке, я изучал бурятский язык, очень многие пишут иногда неграмотно, но вот в таком неграмотной разговорной речи, ну, например, я сам на диалекте разговариваю, да, все равно, и когда так пишут не очень литературно, но когда так, в этом есть такая какая-то искренность, я не знаю, может быть, не знаю, почему-то такое мне бывает. Дичигма Балданова пишет. Ямархын гойхын нады байгыл ансамблинга Дом Захя хараж баяны гейши бип. Видим, прямо во время концерта сразу пишет. Болтындат нейлурын хые, амғылың байдыл, гыр булдыт не Питер хото. Питер хото. С Питер, Санкт-Петербурга пишет. Питер хото хургыжы дары да хинып. Байгыл ансамбліне хайхында. Бухидыл хейгер сорхыжыл байхатны болтыгай. Александра Пардиева с фотографией. Огромная благодарность за этот замечательный проект. Поистине проект получился народным, с участием популярных артистов, любимого оркестра и знаменитого балета. До слез трогает реакция адресатов поздравлений. Многие не ожидали оказаться в центре внимания целого театра, тем искреннее их эмоции, порой до слез. Я абсолютно согласен с этим. Мне кажется, вот в этом и была такая задумка, настоящие эмоции, настоящие поздравления. Я хочу приоткрыть такой секрет. На самом деле, те люди, которые сидели в зале, большая часть их не знали, что их будут поздравлять. Потому что в основном наши ребята работали с теми, которые отправляют поздравления. Они просто купили билет там для своих родителей, и они просто думали, пришли на концерт Театр Байкал послушать, ну там песни туда-сюда, а тут вдруг такое, там с цветами. И, конечно, эти эмоции абсолютно искренние. Ну вот, жалко, что, наверное, на второй России полный зал будет готов ждать эти поздравления, но не все выйдут. Ну ладно. Добродушный, по-хорошему наивный конферанс вызывает нежное умиление. По-хорошему наивный. У нас тут такая жизнь идет шумная, но ничего. Сейчас добро и вежливость становятся редкостью. Спасибо за испытанные чувства, за потрясающие песни, разбередившие душу, за гордость от нашего бурятского искусства. Пожелание лишь одно. Пусть концерт будет проходить чаще, чем 2 раза в год. С уважением и любовью, Александра Пардиева. Спасибо большое за такой комментарий полный. Вот, мне кажется, вот как раз вот в своем комментарии. Иногда у нас бывает такое мнение, да, вот когда мы делаем проекты или концерты, иногда думаешь, в той ли мере люди воспринимают то, что мы показываем на сцене. Ну, иногда бывают такие
закрадываются иногда размышления такие. Все ли понимает или все ли доходит, или в том ли виде люди понимают, потому что мы все знаем, что каждый человек воспринимает этот мир все равно по-своему, да, где-то что-то в каких-то красках все равно воспринимается по-своему. И когда читаешь эти комментарии, очень приятно, что люди все это видят. И иногда, когда читаешь комментарии, люди видят даже то, что ты не вкладывал очень часто. И то, что люди от этого концерта воспринимают, вот как здесь написано, да, что в мире добро и вежливость становится редкостью. Я думаю, может быть, вот эта девушка уже как-то, может, в жизни уже редко встречает добро и вежливость в какой-то мере. И этот концерт тоже становится каким-то, может быть, такой отдушиной, где как бы есть эти чувства. А одна из важных, мне кажется, таких, ну не буду говорить миссий, а каких-то наших таких посылов искусства, деятелей искусства, это тоже наполнять зрительный зал, а сейчас уже и через канал YouTube такими какими-то положительными, позитивными эмоциями. Давайте перейдем от хорошего к плохому, чтобы не все казалось нам малиной, потому что без плохих комментариев тоже не бывает. А плохие комментарии, я не говорю плохие с точки зрения, что они не должны быть. Мы же все разные, негативные комментарии бывают, и лучше, конечно, когда люди это пишут, потому что мы тоже корректируем. Ведь мы же тоже иногда, может быть, не видим свои какие-то ошибки, или бывает такое, что мы хотели, но не получилось. И когда кто-то говорит, эти ошибки нам подсказывает, мы все равно понимаем, что это видно, и мы пытаемся себя как-то скорректировать, да, учесть ваши комментарии на будущее. Вопрос такой, Санжидма Церемпилова задает такой вопрос. Очень-очень-очень хороший концерт, пишет она, хорошее новшество, отличный проект, удачи, процветания проекта. Хотелось бы только, чтобы осталось прежнее название Байын Талын Айылга. Например, вот такой комментарий. Людмила Б. пишет. Даже описание видео приятно читать. Всех указали, кто причастен к этому замечательному проекту. Огромная благодарность вам всем от зрителей за прекрасные мелодии, талантливых артистов, эмоции. И все же хотелось бы видеть и слышать традиционное, красивейшее название, красивейшее или название Байын Талын Айылга. Сысыгма Мал пишет. Очень жаль, что название Байын Талын Айылгу брали. Можно было Байын Талын Донзахя. А концерт хороший, респект всем артистам режиссуре, к случаю большое признание всестороннему блестящему таланту и самому благородному и достойному Галмандах Баттулга. Пора на небе зажечь звезду по имени Байкал. Потенциал театра безграничен и, конечно же, всем руководителям, оркестру, всем создателям нескончаемые овации. Как ведущий Жаргал Бадмаев всегда замечательный. Байын Талын Айылга Донзахя. Опять примерно такой же. То есть мы уже заметили, что очень многие люди ассоциируют вот наш проект Донзахя с проектом Байын Талын Айылга. И я хочу сказать, что, конечно, вы в этом все абсолютно правы. Мы сами воспринимаем этот проект как, скажем, такое продолжение, что ли, проекта Байын Талын Айылга. Почему не называется Байын Талын Айылга? Здесь я хочу сказать, что Байын Талын Айылга — это проект радиопередачи с огромной историей, которая шла на радио Бурятии, на БГТРК Бурятском радио. И очень многие годы она радовала своих радиослушателей. И раз в году выходила на сцену театра оперы и балета, чтобы вживую представить эти песни и поздравления. И именно с этого проекта, вы знаете, что мы в сотрудничестве с телевидением, мы делали его несколько лет. История там очень длинная, я очень сам люблю этот проект и могу сказать, что тоже в какой-то мере стоял у истоков, когда по второму разу мы возобновляли этот проект. Я очень рад, что он состоялся, очень рад, что директора, руководители пошли навстречу и делали этот проект. Но пришло, к сожалению, время, когда этот проект Байын Талын Айылга уже стало очень сложно его собирать, когда два разных коллектива делают его. Поэтому пришло время перейти на какой-то другой формат, но оставляя саму эту суть. Поэтому мы у себя в театре поговорили, пообщались. Мы очень не хотели терять этот проект такого плана.
потому что он по-настоящему очень хороший. Но мы решили его немножко добавить, что ли, возможности, потому что вы знаете, что мир меняется, и технологии совершенствуются, поэтому, чтобы идти как бы в ногу со временем, мы добавили уже такие онлайн поздравления, уже как-то расширили, что ли, границы, решили расширить. Но в основе это остается та же самая философия. Это сохранение своих каких-то добрых, теплых отношений между друзьями, родственниками, отношения к старшим, к родителям, к близким. И самое главное, иметь возможность высказывать это через такие музыкальные поздравления. Потому что вообще это в традиции, конечно, нашего народа, почитать старших, очень трепетно относиться к своим родителям, ценить. И часто не хватает таких слов. На мой взгляд, песня, она очень хорошо как-то отображает, что ли, скромную душу человека, который так как-то не может сказать, а песня, она выражает эти эмоции. В общем, я как-то так начинаю говорить, но в общем, по сути, эта передача «Дон Захя», это, конечно, с одной стороны преемник, но это же, конечно, другой проект. Это уже проект театра «Байкал», проект, который имеет уже такой больший диапазон, скажем, охвата людей. А Баян Талын Айлыға, она никуда не исчезла. Баян Талын Айлыға остается также на радио. И это прекрасная передача, на которой работают наши коллеги, люди, которые творят, созидают эту передачу. А это уже такой обновленный, скажем, ну вот уже такой немножко другой проект, который имеет название «Дон Захя». Вот почему. Байкал пишет: очень классно, но жалко не на бурятском языке. Почему не на родном языке ведущие? Но тут отвечаю: пошел диалог уже в комментариях. Много русских смотрит, или вы огородиться хотите, задает вопрос Ирина Сизых. Байкал отвечает: учите бурятский язык, говорит он несложный, говорит он, но все время продолжает писать на русском этот человек. Ананда Чимита: ведущий спокойно говорит на бурятском, а девушка, однако, тувинка или замужем за тувинца, начинает исследовать личную жизнь ведущей. Ага, вообще интересный проект идет. Дальше Байкал пишет: но и бурятов много тоже, на 2 языках тогда надо. Слушайте, кино я посмотрел. Ох ты, но есть и контраргументы, смотрите. Люба Егорова пишет: спасибо огромное за такой прекрасный концерт. Огромное удовольствие получила. И прекрасно, что ведете на 2 языках. Подруга отправилась из Иркутска, так бы не увидела бы. Говорит: спасибо подруге вашей, привет ей. Значит, неравнодушный человек. Вопрос в чем? И таких комментариев тоже много. То есть это все сводится к тому, что почему сам концерт ведется на 2 языках. Я напомню, он ведется все-таки на 2 языках, на бурятском и на русском. Это, конечно, очень такой для нашего народа, для бурятов вообще, конечно, проблемный вопрос. Вообще для всех малых народностей, которые теряют язык. Но не будем углубляться во все эти проблемы. На сегодня у нас стоит цель, чтобы как можно больше людей восприняли этот проект, чтобы услышали те речи, то добро, которые, такие посылы, которые отправители отправляют, ну то есть люди посылают друг другу. И на сегодняшний день реалии такие, что мы сами, буряты, мы должны ведь осознавать, что мы все говорим и на русском, и на бурятском, а большая часть говорит на русском языке. Это мы все знаем. Поэтому условно мы сохраняем свой язык, мы говорим на нем, мы поем песни, все песни звучат ведь и на бурятском языке. И мне кажется, в этом есть очень хороший посыл, когда люди в комментариях переживают за свой язык, когда они пишут, почему не говорите на бурятском, почему больше. И именно благодаря таким каким-то посылам мы понимаем, что люди ждут бурятский язык, люди ждут, чтобы на нем хорошо говорили. Мы в дальнейшем будем стараться, мы говорим на бурятском языке 2 языка. И тут немножко про ведущую. Тоже спросили, почему она
не говорит. И даже есть еще не то, что даже вопросы, там один человек пытался исследовать, что она замужем за тувинцем, или она тувинка, что-то вот откуда-то информация у него произошла. Сейчас мы раскроем все секреты. Но есть и категоричные комментарии. Например, Марина Юсубова пишет, что же это такое позорище, ведущее с глубоко бурятским лицом. Ведущая с глубоко бурятским лицом, говорит она. Говорит во всеуслышание, что не зная бурятский язык, научите. Хоть бы молчала на этот счет, сглупила конкретно. Видно, что в других регионах не была и не жила. Там это не прошло бы без замечаний, пишет Марина Юсубова. Хишикто Базаргуруев пишет, ведущих на бурятском нет что ли, а? Говорит он. Ведущих на родном бурятском нет что ли, а? Говорит. Так, проект супер. Спасибо за проект супер. И вот эти комментарии тоже, конечно, о том вообще, почему бурятский язык мало звучит, почему ведущая. Я хочу сказать, наша ведущая Регина, она не замужем, во-первых, еще официально. И здесь, например, ответ на то, что девушка с глубоко бурятским лицом. Я вам хочу сказать, что вообще, если смотреть на лицо, никогда не понять, сложно. Бурят, монгол, кореец, якут, тувинец, казах, алтаец. Очень сложно. Ну вот условно, я тоже примерно с таким же лицом бурятским, но сложновато. Иногда тебя, в Москве меня часто принимали за китайца. А где-то за границей, когда приезжаешь, нас часто принимают за китайцев, корейцев, монголов. Нюансов, если на лицо смотреть, очень мало, конечно. Да и суть не в этом. Ведущая Регина, это наш сотрудник, она работает в нашем театре уже достаточно много лет. Она по национальности тувинка. И, конечно, она была в разных регионах. Она жила в других, закончила в Томске, училась в Томском университете, жила в разных городах, в Санкт-Петербурге и, конечно же, в Туве. Работает теперь на сегодня у нас. И, ну, пока не замужем, но тем не менее. А суть заключается в том, что Регина ведь тоже говорит на бурятском. То есть она уже специально вот к этому проекту, она начала говорить некоторые фразы, говорить. И мне кажется, это очень важно для меня, когда в нашем театре работают люди разных национальностей. На самом деле алтайцы, хакасы, тувинцы, якуты, русские, буряты. И для меня самая главная суть это то, что все эти люди занимаются ведь развитием искусства, что они работают для увеличения уровня культуры, ну, скажем, да, так, я сейчас как будто высокопарно начинаю говорить, то, что они занимаются бурятской культурой, они двигают и развивают наше искусство. И в этом такая важность, на мой взгляд, состоит, чтобы мы сами, может быть, да, тоже в какой-то мере осознаем, что бурятский язык ведь можно выучить. И не только буряты. Да, буряты, конечно, все должны говорить на своем языке, знать, но тем не менее, помимо этого, ведь и много других людей, которые учат язык. И я вам хочу сказать, и я не знаю, сейчас это будет плохой комментарий сейчас от меня. Я вот хочу сказать, за все годы моей работы, лет за 20-25 я уже работаю в этом коллективе, я не знаю, с чем это связано, но я заметил такой нюанс. Алтайцы, тувинцы, хакасы, якуты, вообще все, кто владеет своим языком, они часто владеют своим языком, они очень быстро учат бурятский язык. И они в быту, уже в работе, они все будут говорить сам байна, хайшашна еркты и легко учат язык. Но есть у нас, конечно, и не бурятскоговорящие буряты, городские, им очень сложно дается учить бурятский язык. У них, я разговаривал, конечно, с ребятами, я говорю, вам надо говорить, учить хотя бы слова. Очень сложно проходит вот этот путь. Я когда спрашиваю у них, почему вы не говорите на бурятском языке, вы же буряты. И много ребят молодых, они говорят, не знаем, как-то стесняемся, барьер, надо мной будут смеяться, я как-то неправильно скажу. Я говорю, ну вот условно, например, вот Ангыр, там, Филипп или там кто-то, они же говорят спокойно, они вообще не переживают по этому поводу. Ну там условно хакас, алтайцы, тувинцы. Они говорят, ну вот им можно, потому что они не буряты, с ошибками говорить это простительно. А вот я бурят и буду говорить с ошибками, ну не тот там
какой-то акцент не тот, или я буду ошибаться, надо мной будут смеяться. И вот у бурятско говорящих, не бурятско говорящих бурят какой-то барьер очень большой. И мне кажется, вот сейчас даже на примере, вообще это не было целью, но вот когда комментарии такие идут, у меня возникает тоже такая мысль, что когда Регина спокойно со сцены, может и стесняется какой-то, но не стесняясь, учит уже и говорит на бурятском языке, мне кажется, это такой посыл для всех бурят, которые не говорят на бурятском языке, что надо узнавать слова, учить какие-то элементарные бытовые вещи, иногда там говорить сэмбэна. Я добивался от одного нашего сотрудника, чтобы она каждое утро мне говорила сэмбэна или мэндэи. Ну, это было для нее очень сложно. Она говорила, я все время говорил сэмбэна. Она говорила, доброе утро. Или там сэмбэна. Я всегда говорю, здравствуйте. Я всегда говорил сэмбэна. Она говорит, доброго дня. Хорош. И вот все время так, пока я уже не начал, уже напрямую не сказал. И вот она вот мне говорила, вот не знаем, какой-то барьер есть. Поэтому здесь может быть заложена даже какая-то такая идея и философия, то, что Регина у нас является ведущей, для меня это кажется очень большой находкой. Потому что Регина сама вела и в свое время и блоги, и когда училась в университете, и у нее такая манера сама по себе, у нее хорошая такая аура и атмосфера, ту, которую создает. На мой взгляд, вот этот проект сейчас имеет хорошую подачу. И там где-то был комментарий, что немножко так наивно, по-простому они говорят, но в этом виде и суть этого проекта. Мне кажется, вот такой проект, как Дон Захя, он не может быть литературно высокопарным, как-то так вот. Бывает же вот как ла-ла-ла-ла-ла-ла, ну так официально таким. Мне кажется, вот в этом разговорной речи, в такой в простоте, в общении, в диалогах, такие посылы, естественно, натуральные. Мне кажется, в этом есть фишка этого проекта. Естественность, натуральность такого ведения, не заученность, не лрил-рал-ре, ну условно такие вещи, мне кажется, они идут. Вот такие комментарии. Извините, что я так, может быть, многовато говорю. Например, Эржена Болото пишет: Байырла, Гойвенда, Байгал театр. Радует канал тем, что можно прикоснуться частичкой души к любимому театру и родной культуре. Особенно, когда находишься далеко от дома. Она конкретно не пишет далеко. Ну, сколько километров мы не знаем, но далеко, видимо. Баира Урбазаева пишет: Их Байырла, проект отличный, ждем следующего концерта. Вдали от дома увидеть такое выступление артистов просто супер. 3 восклицательных знака. Прозвучали песни моих родителей. Спасибо организаторам проекта, низкий поклон вам, дальнейших творческих успехов всем. Байырлабди. Вот тоже вдали от дома, но тоже не пишет свою локацию. Но есть и такие комментарии тоже смешные с критикой. У нас есть странная черта, пишет Арнольд Вафула. У нас есть странная черта: уехать куда-то не пойми, как устроиться и потом передавать приветы в Бурятию. Странная привычка, выглядит глупо, пишет Арнольд Вафула. Ну, я не согласен, не очень. Выглядит глупо уехать куда-то устроиться и не передавать приветы. Мне кажется, лучше передавать приветы. Ну, уехать куда-то, ну, понимаете, реку не остановишь. Переселение народов было всегда, мы все свободны. Слава Богу, что у нас есть возможность ездить, разъезжать, но любить своих близких, родных, передавать приветы, приезжать домой, как-то помогать. Ведь люди не всегда уезжают от, например, чего-то, ну, или из родины. Есть там такой другой предлог к, мне кажется, ну не из Бурятии, не от там какой-то плохой жизни или от кого-то, а могут люди же ведь к чему-то ездить, может быть, пока у них там какие-то планы, они хотят обучиться, или они вышли замуж, или они ищут золото на диком Вест-Энде американском. Ну, в общем, причин может быть много. Конечно, есть очень много комментариев и по нашему коллективу, по нашему театру. Все знают
Мне кажется, уже все в курсе того, что мы коллектив без своего здания, и вообще стоит вопрос о постройке нашего здания. В этом году должны начаться уже работы. И здесь очень много приятно, когда читаешь такие комментарии, вот, например, Snacks пишет: международный уровень для театра Байкал нужен дом. Где-то здесь должна была быть запятая. Или международный уровень для театра Байкал нужен дом. Международный уровень. Должен быть, наверное, быть восклицательный знак, мне кажется, нет. Ну ладно, не будем, это я так шучу. Ну, вообще здание, конечно, вы все знаете, Алексей Самбуевич анонсировал, в этом году уже должны начаться работы. Мы все в предвкушении, конечно, переживаем и волнуемся, ждем, надеемся. А самое главное то, что всегда наши зрители, поклонники, всегда во всех, не только Дон Захиа, во всех комментариях пишут такие вопросы: что у вас со зданием, когда планируете, когда вы заедете. И это очень приятно, что вы переживаете за это. Ну, мы все держим кулачки, надеемся, будет. Есть и предложения. Кстати, уже пошли продюсеры. Для этого уже люди начинают принимать участие в концертной программе, в организации. Это тоже классно. Например, Дам Дамер предлагает нам, пишет: спойте совместно с The Who песню Song of Woman, пишет он. Выбирайте сами, кто петь будет. Так, спасибо. Сначала на бурятском, потом на русском, из бурятских певиц. К 8 марта подумайте, говорит он, заявка такая. Не сможете сделать коллаборацию, говорит он, купите песню и спойте. И сейчас поколение 80-х, 90-х годов на 50, 60, 70, 80, остановился на 80. Так, он начал на 50%, 60, 70, 80 не понимает и не знает свой язык. Ну что ж, вообще классно, когда кто-то уже видит перспективы этого проекта развития, и когда предлагает. Может быть, кто-то не знает, группа The Who, это сейчас, это монгольская группа, рок-группа, которая соединяет разные стили. Свое народное, национальное горловое пение, монгольские протяжные песни и рок-музыку. Спасибо, Дам Дамер, но вообще коллаборация с The Who у нас планировалась вообще на Золотой Голос Байкала. Я согласен с вами, мы тоже хотим делать с ними, но, понимаете, не только мы. Есть такие и комментарии, вот, ну, например, хорошие, мне кажется, Клара Кей пишет: Восточная Бурятия певучая, голосистая и талантливая. Песни бескрайних земель и тайги, степей народов Сибири. Да, ну, Восточная Бурятия, не очень, как бы, понимаю, Восточная Бурятия. Ну, вот имел в виду, наверное, вообще Восток, потому что там Сибирь уже. Не могу не согласиться, вообще, конечно, сам жанр песня, мне кажется, он вообще не делится на такие, ну, в том понимании, в таком, в государственном понимании, такие национальные, да. Есть вот такая народная песня. Мне кажется, в этом ценность такая, что эти народные песни, они ведь сохранялись годами, десятилетиями, столетиями, веками. И в народных песнях такие есть мотивы. Когда я слушаю песни, народные песни разных народов, мне кажется, там вообще можно проследить какую-то интонацию вообще жизни народа целую. И ценность того, что вот она дошла до нас, люди донесли ее, в этом вообще бесконечная ценность нематериальной культуры разных народов. Поэтому я согласен, песни это бескрайние. Как природы, так люди, как эмоции, так и все. Правда? Есть такие смешные комментарии. Сирена Поданова пишет: очень классный концерт. Сыдып Банчиков поет, как Маша Распутина. Страшная, нет, не страшная, старинная красивая песня. Я не знаю, в какой мере, где нашли, вот как Маша Распутин, Сыдып Банчикова, старинная. Вроде Маша Распутина поет старинные красивые песни. Она же в основном поет же, эстрадные же поет. Сыды Владимировна, конечно, Сыды Владимировна народная артистка Республики Бурятия. Вы знаете, у нее есть, ну, все ее узнают, у нее такая манера на сцене, поведение, она очень экспрессивная, она родом из Тунки, очень много
темперамента, и, конечно, голос, и тембр очень узнаваем. Может быть, вот по такой подаче, что вот Маша Распутин, может, такая, да? Тоже такая экспрессивная. Может, и этим? Ух ты! И есть, конечно же, и такие комментарии не только театра Байкал, но выражает благодарность не только там, театру, не только Чингису Родная, не только Бадмаханде, не только Дандоку, не только артистам, не только нашему коллективу, но и вообще пишут «люблю бурят». То есть уже «люблю бурят, они национальное достояние России и Сибири. Спасибо вам», пишет Ирина Сизых. Спасибо большое, Ирина Сизых. Но я так предполагаю, раз люблю бурят, она значит не из Бурятии, ну или не бурятка. Спасибо большое. Очень приятно, что в наш театр и наших сотрудников, ну то есть как бы вот наша передача, программа, эти песни, они становятся какой-то частью представления бурят в мировом пространстве. Спасибо вам большое. Надеюсь, что эти комментарии как-то раскрыли ответы на эти вопросы. Может быть, что-то вы узнали, что-то новое об этом проекте. А если есть еще какие-то интересующие, да, какие-то вопросы, конечно, пишите. Мы будем стараться отвечать. Поэтому, дорогие друзья, не обессудьте, как мог, так ответил. Но, тем не менее, спасибо большое еще раз. И, надеюсь, увидимся в зале театра оперы и балета. Он у нас будет, Дон Захия будет 18 апреля на сцене театра оперы и балета. Мы вас всех ждем. Будет второй. Вообще второй раз всегда бывает сложнее всего. Первый всегда как на ажиотаже проходит. Второй будет, наверное, так не очень. Но вы все равно приходите. Ну что ж, Дахим Устра Байерте. Спасибо большое. Увидимся.